высокомобильная артиллерийская ракетная система, о которой упомянул президент. На самом деле, это очень хорошая система, которая может обеспечить очень большую огневую мощь. Проблема в том, что мы, по-видимому, отправляем одну пусковую установку с 6 трубами для 6 ракет. Вы знаете, трудно, когда вы смотрите на что-то настолько нелепое, не прийти к выводу, что это дешевая фикция со стороны администрации, которая не хочет признавать, что эта война уже давно была проиграна. Если уж на то пошло, это все равно, что вручать кому-то спасательный круг на пляже, в то время как на него вот-вот обрушатся 100-футовые волны во время цунами. Так что это не окажет никакого влияния на нынешнюю ситуацию и не изменит правил игры. Какой в этом смысл, если мы знаем, что цель недостижима, и пора бы уже прекратить финансирование правительства Украины? Честно говоря, за что бы ни брались администрация и Министерство обороны, они каждый раз оказывались на несколько шагов позади. И я думаю, что на данный момент они ищут способ продолжить эту войну как можно дольше. Они не хотят признавать, что были неправы, что они провели огромную кампанию по дезинформации. Они не хотят признавать, что поставили мир, особенно, кстати, Африку, на грань голода, потому что прекратили экспорт пшеницы. Они не хотят говорить ни о чем из того, что действительно важно. Они хотят сосредоточить как можно больше внимания на всем, что обещает нанести вред России. Но в конечном счете, Россия извлекает из этого конфликта максимум пользы. С другой стороны, мы видим, что Украина по сути разрушена, и сегодня она фактически является несостоявшимся государством.